Значит, ну, вы видите, что мы здесь уже сделали с вами. Первый этап прошел у нас. Мы убрали больные растения, старые растения, подрезали зараженные растения, вырезали сухие ветви. И вот теперь у нас здесь стало более или менее просторно. Растения дышат, смотрятся, их видно. Но сейчас у нас другая проблема. Поскольку, когда проводили вот эти работы по устройству тротуаров, бордюров различных на проспекте, сделали так, что вот эти все ограждения, которые ограждали земельные участки от тротуаров, были убраны. И в результате они просто-напросто, строители, убрали слой земли, и получилось, что корни практически обнаженные, и плюс еще и пространство голое до самого вот этого тротуара. Следовательно, наша задача каким-то образом закрыть это. Сделать на высоту самого этого участка мы не можем, потому что иначе вся эта земля при любом дожде, при снеге, при всем чем угодно будет выливаться на тротуар. И эти все потоки грязи, конечно, никому не доставят удовольствия. И мы решили сделать такие скосы, чтобы, вот как знаете, делать то у озер там, или еще где-то у реков, и вот сделать вот эти скосы и засадить их травой. Поэтому мы привезли дерновую землю, вот эти скосы сделали, хорошо их утрамбовали, чтобы это все-таки не просто так было рассыпчато. И следующие наши будут посадки, это как раз посадки декоративных многолетников газонной травы, чтобы они укрепили вот эти вот скосы, и чтобы почва не растекалась куда-то дальше. Все? А газонная трава, она не когда сажается? Осенью или сейчас? Нет, ее, конечно, надо бы сеять пораньше. Вообще, когда вот снег, допустим, сойдет, и уже есть возможность работать с землей, уже можно сеять газонную траву. Мы ее сеем сейчас вынужденно, потому что у нас вот ушли вот эти вот время, да, естественно, и нам нужно все-таки как-то укрепить свои вещи. Осенью вы тоже можете сделать посев попозже, прямо это, что называется, под зиму, но весной вам его придется все равно подсевать. Поэтому вот мне, например, кажется, что весенние посадки ранние – это самое лучшее для газонных трав. На газонах была завезена земля, были высажены совершенно разные растения. И мы сейчас наблюдаем, как они приживаются, несмотря на то, что это было сделано вне того режима, который обычно принимается для сроков пересадки, наблюдения и всего прочего. Очень интересно это следить в связи с тем, что мы поливаем здесь регулярно эти газоны. Некоторые растения болеют. Мы наблюдаем, как они себя ведут в условиях довольно серьезной жары и такого вот более-менее тщательного ухода. Вот, например, у нас здесь как раз, по-моему, это рябинокизильник знаменитый, то есть естественный совершенно, так сказать, мутант в условиях якутской природы, который был пересажен в самое неурочное время, он прибаливает, но мы надеемся, что он выстоит. И, исходя из этого, будем планировать дальнейшее озеленение не только вот этих вот наших двух больших газонов, красивых уже более упорядоченных, где убрали лишние растения, но и будем смотреть, как это будет смотреться на фоне озеленения города. Вот это вот шавель пирамидальный, по-якутски кигеля. Наши предки, они использовали в пищу, но пока до цветения их используют. Да. Обычно, в основном, все как бы зелень, да, дикорастущие растения, которые используются в пищу, они используются до цветения. Вот. Здесь очень много витамина С. Можно использовать салаты, смузи, выжать соки можно, да? А где он произрастает, где его можно найти? Растет, любит влажные места, по берегам рек обычно растет. Вот вы можете найти вот по берегам рек. Подорожник большой.
Он тоже используется для питания. Ага. Тоже вот молодые листья можно взять, и тоже можно использовать салаты и смузи с фруктами, с яблокой, там, орехами можно. Это мята полевая. Оно немножко отличается от мяты перечной. Это дикорастущее наше якутское растение. Оно размножается очень хорошо вегетативно, корневищами. Очень вкусный, имеет запах, как мята перечная, да? Очень специфичный. Прекрасно подходит для чаев, для аромата смузи. Можно как специи использовать, салата можно использовать. Вот. И вечером можно использовать как холодный чай. Оно как бы будет успокаивать. Давление не падает? Нет, наоборот, он тонизирующий. Ага, немножко. Да, вот это вот крапива двудомная, считается как сорняк, но это самый наш суперфуд, то есть самый витаминный, такой много хлорофилла носит. Вот это вот растение мы используем тоже в различных напитках, салатах, супах можно использовать. Разные пироги можно начинку сделать из него, да. Можно с яйцами сочетать. В общем, на все. Оно вот и для... Можно использовать настой сделать, да, и как чай пить. Можно ополаскивать волосы. В общем, такое ценное растение, которое вот в старину на Руси все использовали очень активно, даже пряли из веток волокна добывали и шили себе разные рубахи, ну, в общем, платья и так далее. Это, значит, наша сирень. Вы прекрасно ее знаете, какая она красивая, вызывает всеобщее восхищение. Очень красивое растение. Сирень, в основном, конечно, у нас здесь больше всего приживается сирень венгерская. Она прекрасно цветет, но и обмерзает тоже все-таки. А вот остальные виды и сорта тоже достаточно сильно обмерзают. Но все равно можно еще посоветовать сирень пушистую. Она тоже неплохо себя чувствует. Сирень Генри тоже иногда неплохо. Есть сорт Президент, у него вообще белые цветки, очень ароматные, душистые. У нас есть два сорта. Это московской селекции Марья Искусница и Варвара Краса. Так вот, Варвара Краса у нас немножечко подкачала, она как бы подмерзла достаточно сильно. Но она восстановилась, уже хорошо восстановилась, и почки все есть. А вот Марья Краса у нас сейчас цветет такими великолепными лиловыми соцветиями. Сирень вы сможете увидеть около Дома профсоюзов. Лет 6 тому назад к нам обратился Дом профсоюзов, и там какая-то была акция, и мы послали своего представителя Сысолятину Анну Егоровну, и вот под ее руководством были высажены наши сирени. Там, где люди ходили просто так толпами ну, допустим, куда-то выходили, там все вытоптали. А вот там, где была огорожена эта сирень, она сохранилась и сейчас цветет. Очень красивый такой акцент в нашем городе. Это рядом с кинотеатром? Да, с кинотеатром центральным. Спасибо. В Академии наук сотрудники ботанического сада провели вот уже такую более усиленную обрезку заросших зарослей, можно сказать. Это очень нужно для того, чтобы деревья и кустарники сохраняли свое здоровье и имели опрятный эстетический вид.
Ну вот, июнь. Уже 20 число июня. Как раз начинается время по спелости жимолости. Вот это участок у нас культурной жимолости. То есть здесь у нас собраны различные сорта. У нас принцип какой? Один ряд, один сорт. Вот в данном случае вот это вот у нас длиннокисная. Посмотрите, какие у нее плоды. Один плод у нее будет больше 2,5 сантиметра. Вот. И это самая вкусная, самая первая ягода, которая у нас в Якутии созревает. И видите, еще какие-то плоды, они у нас растут, жимолость растет с оплодиями. Вот две ягодки. Одна уже поспела, другая еще зелененькая. Поэтому собирать жимолость можно в разные сроки, потому что она постоянно поспевает. Можно иметь очень хорошие сорта у себя на участке, на которых будет сразу несколько сортов, дающие совершенно различные плоды. Какие-то более сладкие, какие-то более терпкие. Но все они очень полезные. Жимолость вообще считается кладезем витаминов, потому что, ну, во-первых, самое первое ее достоинство, на мой взгляд, это то, что наша первая ягода, которая появляется. Очень много в ней флавоноидов. Это те витамины П, которые вещества, защищающие сосуды наши. А вы знаете, что у нас сейчас как раз бич, наверное, современного времени – это атеросклероз, да, вот эти атеросклерозы, заболевания сосудов. И как раз жимолость – это первая ягода, чтобы противостоять атеросклерозу. Вот говоря, из жимолости можно сделать очень хороший компот. Причем делается элементарно и очень просто. На 3-литровую банку берете просто обыкновенную 3-литровую банку. Насыпаете туда стакан жимолости. Потом стакан сахара, можно меньше. Заливаете кипятком эти 3 литра. Переворачиваете, укрываете полотенцем. На следующее утро у вас получается великолепный витаминизированный компот из жимолости. Ну, спасибо, Татьяна Сергеевна. Пожалуйста.